Кутмаду күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы? Сегодня мы приступаем к новой и важной теме – к изучению глаголов. В этом выпуске передачи нас ждет знакомство с универсальной формой глагола, с помощью которой можно образовать два времени – простое настоящее и будущее определенное. Today we will study a very important theme, verbs. In this episode we will learn a universal form of the verb, which can make two tenses, simple present and future definite. So, today in our program, Итак, сегодня в передаче «Бүгүнкү телеберүүдө» сөз кутучасы. Изучаем новые слова. Let's study some new words. Грамматика үйү. Основные правила кыргызской грамматики. Basic rules of Kyrgyz grammar. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, Н, О, Ө, П, Р, С, Т, У, Ü, F, Х, Ц, Ч, Ш, Ş, ajratу belgisi, I, yumuşartу belgisi, E, Ю, Я. Эн, Нан, Нават, Намуян. Кыргыз тилинин кезектеги сабагына кош келиңиздер. Добро пожаловать на очередной урок кыргызского языка. welcome to another Kyrgyz lesson. Мүмкүн болсо, өзүңүздөр менен тааныштырып койсоңуздар. Please introduce yourselves. Hi everyone, менин атым Джон, мен Америкадан келдим. Konnichiwa. Менин атым Акико. Мен Жапониядан келдим. Здравствуйте, менин атым Екатерина. Мен Кыргызстандыкмын. Guten Tag, hallo. Менин атым Мартин, мен Германиядан келдим. Менин адым Кесер Гайюм, мен Пакистандан келдим. Итак, мы приступаем к изучению нового важного раздела нашего курса – глагола. Today we'll begin to study a very important new section, verbs. Что вы знаете о глаголах? What do you guys know about verbs? Глаголы – это обширная тема. О них можно говорить долго, и причем интересно. Ну а вкратце можно сказать, что, во-первых, глаголы отвечают на вопрос «что делать» и выражают действие. Если до сих пор мы изучали имена существительные, прилагательные, числительные, местоимения, которые описывают состояние, то есть кто я, какой я человек, сколько мне лет, то глаголы описывают само действие, что я делаю, чем занимаюсь вообще. I totally agree with Katya. Verbs play an important role in everyday speech, as they show actions and answer the question what to do. Up until this point, we've studied nouns, adjectives, numbers, and pronouns, which describe states of being, like who am I, or what kind of person am I, or how old am I. Then the verbs describe the actions, like what do I do. Замечательно. Ну что же, посмотрим на те глаголы, которые описывают наши повседневные действия. Let's see the verbs which describe our everyday actions. Джашо – жить. To live, Джашо – джашо. Ойгону – просыпаться. to wake up, Ойгону – ойгону. Туру – вставать. to get up, Туру – туру. Гөнүгү жасоо – делать упражнения, делать зарядку. to exercise, Гөнүгү жасоо – гөнүгү жасоо. Машыгуу – упражняться, тренироваться. to train, to practice, Машыгуу – машыгуу. Эртең мененки тамакты ичүү, завтракать.
To have breakfast. Эртең мененки тамакты ичүү. Эртең мененки тамакты ичүү. Баруу. Идти, ехать. To go. Баруу. Баруу. Иштөө. Работать. To work. Иштөө. Иштөө. Түшкү тамакты ичүү. Обедать. To have lunch. Түшкү тамакты ичүү. Түшкү тамакты ичүү. Келүү. Приходить. To come. Келүү. Келүү. Кечки тамакты ичүү. Ужинать. To have dinner. Кечки тамакты ичүү. Кечки тамакты ичүү. Эс алуу. Отдыхать. To rest. Эс алуу. Эс алуу. Окуу. Учиться. To study. Окуу. Окуу. Уктоо. Спать. Ложиться спать. To sleep. To go to bed. Уктоо. Уктоо. Даима. Аргачан. Всегда. Always. Даима. Даима. Аргачан. Аргачан. Тез-тез. Улам-улам. Часто. Often. Тез-тез. Тез-тез. Улам-улам. Улам-улам. Адатынча. Обычно. Usually. Адатынча. Адатынча. Кээде. Кээбирде. Иногда. Sometimes. Кээде. Кээде. Кээбирде. Кээбирде. Сейрек. Анда-санда. Редко. Seldom. Rarely. Сейрек. Сейрек. Анда-санда. Анда-санда. Эчкачан. Эч убакта. Никогда. Never. Эчкачан. Эчкачан. Эч убакта. Эч убакта. Как вы, наверное, уже заметили, глаголы даются в двух формах. As you've probably noticed, the verbs come in two forms. Та, что дана в скобках, например, иште, оку, является корнем глагола, его исходной формой. Присоединяя к ней различные окончания, мы можем образовывать различные времена, залоги и наклонения. The form which is given in brackets is the verb stem, or the root. By adding different endings to the verb stem or root, we can create different voices, tenses, and moods. Кстати, сама по себе эта корневая исходная форма глагола также совпадает с формой повелительного наклонения во втором лице единственного числа, означая приказ или просьбу. Например, иште также означает «работай» или оку – «учись». О повелительном наклонении мы подробно поговорим в ближайших уроках. By the way, this root form also coincides with the imperative second-person singular form, expressing an order or request. For example, ishte, which also means work, or oku, study. About the imperative mood, we'll talk in detail in the coming lessons. Другая форма глагола – это инфинитив, то есть та форма, в которой глагол дается в словаре. Она образовывается от корневой исходной формы путем добавления к ней окончания с удвоенными гласными. Например, иштö – работать, оку – учиться. Another form of the verb is called the infinitive, and this is the form normally given in dictionaries. It is formed from the verb stem and by adding endings with double vowels. For example, ishtu, to work, and oku, to study. Итак, сегодня мы с вами познакомимся с двумя временами – простым настоящим и будущим определенным. Today we will learn two verb tenses, simple present and future definite. Жөнөкөй учурчак – простое настоящее время. Simple present tense. Это время обозначает действия, которые происходят регулярно. Например, я работаю каждый день. Мен күнүгө иштейм. This tense denotes actions that happen regularly. For example, I work every day. Men күнүгө иштейм. Айкын келерчак – будущее определенное время. Future definite tense. Это время обозначает действия, которые точно должны произойти в будущем. Например, я завтра буду работать. Мен эртең иштейм. This tense denotes actions that, according to the speaker, will happen for sure in the future. For example, I will work tomorrow. Men эртең иштейм. Эти два времени звучат по-кыргызски одинаково и различаются только по контексту.
часто с помощью наречий времени, например, сегодня, завтра. These two tenses in Kyrgyz sound the same and only differ by context, often by the use of adverbs of time. For example, today, tomorrow. Простое настоящее время и будущее определенное время в кыргызском языке образуются согласно следующей формуле. Simple present tense and future definite tense can be formed in Kyrgyz according to the following formula. Корневая основа глагола плюс депричастный аффикс в виде дополнительной гласной или согласной «й» плюс личные окончания, то есть те аффиксы сказуемости, которые мы изучали раньше. The verb root, or stem, plus the adverbal participle suffix in the form of an extra vowel or the consonant y, plus personal endings. That is, the predicate suffixes that we studied before. Если корневая основа глагола оканчивается на согласное, к ней присоединяется дополнительное гласное. Например, бар, барам. If the verb stem ends in a consonant, it adds an extra vowel. For example, bar, baram. Если корневая основа глагола оканчивается на гласное, к ней присоединяется согласный «й», кроме третьего лица множественного числа. Например, иштей, иштеим. Но перед аффиксом «иш» в третьем лице множественного числа нет согласного «й». Иштешет. If the verb stem ends in a vowel, it adds the consonant y, except for the third plural form. Ishte, ishtem. But there's no consonant y before the third plural form suffix ish. Ishteshet. Например, я работаю, я буду работать. Мен иштеймин. Или краткая форма мен иштейм. For example, I work, I will work. Men ishtemin. Or its short form, men ishtem. Ты работаешь, ты будешь работать. You work, you will work. Сен иштейсин. Вы работаете, вы будете работать. Вежливо в единственном числе. You work, you will work. Polite in singular form. Сис иштейсис. Он, она, оно работает, будет работать. He, she, it works or will work. Ал иштейт. Мы работаем, мы будем работать. We work, we will work. Без иштейвис. Вы работаете, вы будете работать. You work, you will work. Силер иштейсингер. И вежливо во множественном числе. And polite in plural form. Сиздер иштейсиздер. Они работают, они будут работать. They work, they will work. Алар иштешет. В разговорной речи часто употребляется и другой вариант фразы «они работают» – «алар иштейт», взятый у третьего лица единственного числа. Оба варианта правильны. In conversational speech, it is also common to use another variation of the phrase they work, alar ishtet, which is taken from the third person singular form. Both of these variations are correct. Напомним, что согласно закону сингармонизма твердые согласные «к» и «п», которые стоят в конце корневой основы глагола, перед окончаниями переходят на мягкие «г» и «б». Например, «ук» при присоединении аффиксов смягчается на «угам», «тап», «табам». We'd like to remind you that according to vowel harmony, the hard consonants ka and pe stand in the end of the verb stem changed into soft ge and be when they are followed by endings. For example, uk softens into ugam, tap, tavam. It's very similar to the declination of the nouns that we studied during our first lessons. Да, это действительно очень похоже на склонение существительных, которые мы изучали еще на первых занятиях. А теперь посмотрим на их вопросительную и отрицательную формы. Let's see their interrogative and negative forms. Вопросительная форма образовывается, как всегда, с присоединением вопросительной частицы «бы». Вы работаете? Сисиштейсизби? The interrogative form is as always made up by adding the interrogative particle b. Do you work? Siz ishtesizbi. Обратите внимание, в случае присоединения вопросительной частицы «бы» глаголы в третьем лице единственного и множественного числа, как, например, «иштейт», «иштешет», теряют последнюю букву «т». Например, «он работает», «ал иштейби», «они работают», «алар иштешеби». Please note, in the case of adding the interrogative particle b, verbs in the third person singular and plural forms like ishtet, ishteshet lose their last letter te. For example, does he work? Al ishtebi? Do they work? Alar ishteshebi? Отрицательная форма образуется при помощи добавления аффикса отрицания «ба», которое ставится непосредственно за корневой основой глагола,
а в третьем лице множественного числа после аффикса «иш». Далее следует согласные «е» и личные окончания. Например, он не работает. Ал иштебейт. Они не работают. Алар иштешпейт. The negative form can be created by adding the negative suffix ba, which is put directly after the verb root, in third person plural form, after the suffix ish. Then it's followed by the consonant I, and personal endings. For example, he doesn't work. Al ishtebeit. They don't work. Alar ishteshpeit. Напомним, согласно закону сингармонизма, звонкое согласное «б» в вопросительной частице и аффиксе отрицания переходит на глухое «п», если присоединяется к глухому согласному, как в слове «иштешпейт». We'd like to remind you that according to vowel harmony, the voice consonant be in the interrogative particle and in the negative suffix become the voiceless pe if it adds to a voiceless consonant. It's like in the word ishteshpeit. А теперь расскажите ваш распорядок дня, используя эти наречия времени. And now tell us your daily routine using these adverbs of time. Күнүгө сиздер саат канчада ойгоносуздар? Min күнүгү saat 8'te ойгонум. Мен күнүгү саат 8'de ойгонум. Men atatınca saat 9'da turam. Мен күн сайын saat 7'de ойгоном. Men daima 7'de turam. Эртең менеки күнүгүлөрдү жасайсыздарбы? Ооба, жасайм. Күн сайын. Мен чуркан. Ооба, кээде жасайм. Çok жасабайм. Жок, жасабайм, убакытым жок. Jok just abayım. Эртең менеки тамакты саат канчада ичесиздер? Min erте menenki tamakты saat 9'te içeyim. Мен эртең мененки тамакты 8:30'da içeyim. Men erteң menenki tamakты saat 9:30'da içem. Жок, ичпейм, убакытым жок. Men erten menenki tamakti saat 9'da içim. Сиздер окойсуздарбы же иштейсиздерби? Min işteyim. Мен окуйм. Ben işteyim. Мен иштейм. Men okuyum. Ишке же окууга саат канчада барасыздар? Min işke saat 9'ga baram. Мен окууга саат 9'da барам. Men işke saat 2'de baram. Мен ишке saat 7:30'da барам. Men okulda saat 10'da baram. Түшкү тамакты саат канчада ичесиздер? Min түшкү tamakты saat 1'de içeyim. Мен түшүкү тамакты саат 12'de içeyim. Men түшкү tamakты içpeyim. Мен түшкү тамакты saat 1'de içem. Men tuşku tamakti saat 2'de içim. Үйгө саат канчада келесиздер? Min uygı saat 5'te 6'da kalayım. Мен үйгө саат 5'de келем. Men үйгө saat 8'de kelem. Мен үйгө saat 7'de kelem. Men öğe saat 5'te gelem. Кечки тамакты саат канчада ичесиздер? Arkanday adatınca saat 8'te keçki tamakты içeyim. Мен күбүнчү кечки тамакты саат 6'da içeyim. Men tamakты saat 8:30'da içem. Мен кечки тамакты saat 8'de içem. Men geçki tamakti saat 9'da içim. Саат канчада уктайсыздар? Kede min saat 11'de saat 12'de uktayım. Мен адатынча саат 12'de уктайм. Men saat 1'de uktayım. Мен saat 2'de уктайм. Men saat 12'de oktayım. На сегодня у нас все. Берегите себя. You take care of yourself. Саламатты болуңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө.